Треснул дом. Аварийная ситуация случилась в одном из подъездов дома номер 27 по проспекту Ленина. Огромные трещины поползли по колонне, которая удерживала деревянные перекрытия. По сигналу были подняты все экстренные службы города. У нас для служб городского звена введен режим повышенной готовности, то есть все службы находятся в непосредственном контакте с нашей службой, с нашей единой диспетчерской службой, для того, чтобы моментально принимать решения и реагировать на любые изменения касательно вот этой квартиры. Все жители аварийного подъезда были оперативно эвакуированы. Некоторые из них остались у родственников. Тех, кто не смог найти временного жилья, расположили в городской гостинице за счет бюджета администрации. В городе происходили командно-штабные учения, и где именно отрабатывалась слаженная работа, в том числе и служб городского звена территориальной подсистемы РСЧС Чувашия. Поэтому для нас не составило особых сложностей вовремя среагировать, поднять все службы и предпринять меры. Всего в доме проживают 105 человек. Из них 21 человек в подъезде, где случилась деформация. Значит, им было организовано и горячее питание, им было организовано и транспортное средство в случае необходимости для того, чтобы какие-то свои бытовые вещи отвезти к месту временного проживания. В ходе осмотра места аварии выяснилось, что из-за канализационных стоков образовался подмыв под домом, и пол осел, потащив за собой кирпичную кладку кладовки. В результате стена отделилась от потолочных перекрытий, однако несущие стены уцелели. Но главное, что я вот для себя увидел, и членам комиссии мы сегодня донесли, то, что визуально нарушение именно главных конструктивных элементов все-таки не выявлено. Есть небольшие трещины, но они никак не связаны с конструктивными элементами самого дома, с основными, с несущими элементами. В экстренном порядке была создана оперативная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая установила причину возникновения трещины. Также были выработаны принципы по локализации аварий и проведены все необходимые мероприятия по устранению риска разрастания разлома. Сам инцидент был взят под личный контроль главы республики. Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Канаш, на котором было принято решение о проведении мероприятий, в ходе чего сейчас на данное время заключим договор с организацией подрядной, которая проводит экспертизу данного здания. Половые покрытия этой квартиры нужно будет полностью заменить и отремонтировать. Сами капитальные стены и перекрытия здания не пострадали. Ну вот мы ситуацию здесь наблюдаем с того момента, когда поступил сигнал. Времени прошло не так много. Службы городской комиссии провели отключение. Значит, от приборов газоснабжения, водоснабжения, канализации. Ну, первоочередная задача наша, как комиссия по предупреждению ликвидации ЧС, была, наверное, докопаться до причин всего вот этого происшествия. Что к этому привело? Здесь, конечно, нам необходимо было привлечь экспертов. Вот сегодня эксперты приступили к своей работе. Есть предварительные пока решения. Я их озвучивать, наверное, сегодня не буду, потому что хотелось бы дождать полного заключения комиссии. Не комиссия экспертов, на основании которых уже комиссия будет принимать свои решения. На данный момент риск обрушения отсутствует. По словам специалистов, несущие стены в порядке, крыло дома отключено от коммуникаций и установлены маяки. В ближайшее время жители 3-го и 4-го этажа смогут вернуться в свои дома. Однако жильцы 1-го и 2-го этажа пока будут вынуждены оставаться у родственников и в гостиницах. Мы будем держать вас в курсе дальнейших событий. Следите за нашими новостями. Павел Шевченко, Открытая студия.